Стартап-студии стали популярным явлением в мире предпринимательства в последние годы. Это связано с растущим интересом к инновациям и новым бизнес-моделям, которые способны изменить привычные сферы деятельности. На базе Грозненского государственного нефтяного технического университета с 2019 года функционирует стартап-студия. 2019 год, когда непосредственно в ГГНТУ начала формироваться инновационная инфраструктура. То есть в этот период начали появляться первые объекты, инструменты и механизмы, которые работают с университетскими стартапами. Но эти объекты, инструменты, механизмы, они были ориентированы на получение какого-то грантового финансирования, на сопровождение студентов, сопровождение преподавателей в их, собственно, научной деятельности и предоставлении возможности на этой научной деятельности начать зарабатывать. Это классическая такая инфраструктура, да, которая в вузах формируется, достаточно давно формируется. Соответственно, нефтяной университет в 2019 году полноценно начал выстраивать эту схему воспроизводства инновационного продукта. То есть это первый этап, да, мы начали делать первую акселерационную программу. Первую акселерационную программу, которую мы сделали с фондом Шейха Заида. Она была ориентирована на регион Мена. То есть это Ближний Восток. Соответственно, этот период деятельности, он, скажем так, как стартовый, да, и он про работу со стартапами, он говорит о том, что базовая инфраструктура была в 2019 году выстроена. Стартап-студия ГГНТУ представляет собой организацию, которая помогает предпринимателям запускать новые проекты. Она предоставляет все необходимые ресурсы для разработки и вывода на рынок новых идей. Если им нужна инженерная доработка, то предоставляются ресурсы инженеров, предоставляются расходные материалы, оборудование, чтобы они доработали. Если им нужна коммерческая часть, продукт уже есть, их знакомят с партнерами из их отрасли, да, для них ищут потенциальных клиентов, то есть чтобы они уже могли быстренько выходить на пилотирование и продавать. Общая задача стартапов, которые вошли в акселерационную программу, и тех, кто организовал эту акселерационную программу, работу, которую, по идее, ребята бы делали 2 года, а может быть 3 года, сделать за 3 месяца, условно. Наша акселерационная программа, для примера, которую мы делали с фондом Шейха Заида, по сути, помимо этой активной акселерации, привлечения экспертного сообщества, партнеров, мы еще и деньги давали. Стартап-студия ГГНТУ была удостоена премии Startup Summit в номинации «Самая активная стартап-студия страны». Победа стартап-студии ГГНТУ стала результатом работы университета по созданию условий для развития студенческих проектов и технологического предпринимательства. В 2025 году мы стали победителями в номинации «Самая эффективная стартап-студия» на Сберсаммите. То есть это мероприятие, итоговое мероприятие по году, одно из ведущих мероприятий, которое подводит итоги года в области инновационного развития, технологического развития. Там бывает очень много номинаций, связанных именно с инновациями. Соответственно, мы были отобраны как одна из самых эффективных, и по сути лучшая стартап-студия России. Мы были признаны Сбером и правительством Москвы. Стартап-студия ГГНТУ предлагает ряд преимуществ для начинающих предпринимателей. Одним из главных является доступ к опыту и знаниям команды профессионалов. Сегодня это уже 44 стартапа, которые открыты непосредственно в университетской стартап-студии. И это без учета тех компаний, которые открываются непосредственно студентами и преподавателями. Студенты сейчас участвуют в разных федеральных проектах, например, студенческий стартап, они выигрывают $1 миллион, создают компанию, мы их отдельно сопровождаем. То есть это воронка так называемых идей. Когда мы говорим про стартап-студию, стартап-студия — это воронка гипотез, и мы работаем с более такими верифицированными историями, то есть там, где есть действительно подтвержденный спрос. В комплексе, если говорить, то такая история. Суть работы стартап-студии ГГНТУ заключается в системном подходе к созданию новых бизнес-проектов в 2 основных направлениях. К нам приходят с идеей люди, и мы помогаем им эту идею доработать и вывести на рынок. Это один процесс.
А второй процесс управления непосредственно стартапом – это когда мы сами генерируем идею, мы делаем компанию, стартап. Стартап – это юридически оформленный, по сути, вот этот технологический проект. Когда мы сами генерируем идею на основе каких-то данных, которые только у нас есть, создаем компанию, стартап, и уже в нее ищем людей. То есть это получается, если первый вариант – это воронка идей, да, второй вариант – это воронка команд. Потому что идеи у нас уже есть. Мы знаем, что из этого получится очень хороший бизнес, но, естественно, 44 компании, мы не можем все эти компании своими ресурсами реализовывать, потому что ограничены человеческие ресурсы, и мы в эти компании ищем людей. Разработка системы детекции и оповещения о приближении беспилотника есть и такой стартап на базе стартап-студии. Я являюсь генеральным директором компании RadioMig. Это одна из проектов стартап-студии Gagento. Мы разрабатываем систему по выявлению и оповещению о приближении беспилотных летательных аппаратов. Мы начали работу с 2024 года. Мы разработали первую версию, которая работала на частотах 24 ГГц, которая прошла успешно полевые испытания. Но поскольку дроны, они быстро развиваются, нам необходимо было догонять, то есть улучшать эти наши версии. С сегодняшнего дня мы разработали сразу 3 версии, то есть первые 2 версии, они работали на 2 частотах, а третья версия, которую мы как раз таки закончили работу, она работает на 4 диапазонах. 433, 8,5, 2,4 и 5,8 ГГц. Пользователь берет этот детектор, он включает его, и он сразу начинает работу. То есть, что он видит? На экране появляются 4 частоты. Когда дрон запускается, то есть связь, которая ловит между пультом и дроном, он выявляет этот сигнал и оповещает пользователя, что где-то в периметре обнаружен какой-то сигнал, то есть непосредственно дрона. Разработка дверной ручки со встроенным ультрафиолетовым стерилизатором – еще один из успешных стартапов. Я являюсь менеджером проектов в стартап-студии Gagento. Работаю с проектами, помогаем на этапе от идеи до реализации, до выведения на рынок. В процессе работы я решила заняться одним стартапом, который у нас был немножко в заморозке, потому что видела в нем перспективы. Учитывая ситуацию с пандемией, мы решили, что этот стартап надо развивать, что сейчас самое время. Стартап называется Стереомед. Это дверная ручка, которая сама себя стерилизует с помощью ультрафиолета. То есть там вставлен картридж, на котором установлены плата и диоды, таким образом, чтобы оно дезинфицировалось на 360 градусов. То есть полностью она такая круглая и полностью дезинфицируется поверхность этой ручки. Работая на промышленных предприятиях повышенной вредности, сотрудники часто не замечают, какое количество вредных токсинов попало в их организм. Стартап-студия Gagento курирует и ведет стартап-проект с умными наушниками, которые позволяют отследить уровень вредных веществ в организме человека. Стартап-студии Хайпарка Gagento, которая предоставляет мне возможность разрабатывать свой собственный проект, расширять собственный кругозор в техническом плане. Благодаря стартап-студии были разработаны наушники специальные для мониторинга летучих органических соединений в организме работника вредных производств. Наушники у нас работают таким способом, что мы их включаем, да, то есть надеваем их, датчики, сначала им нужно прогреться 1 минуту, и затем уже они начинают выявлять и показывать на системе мониторинга, какие вредные пары и газы у нас превышают норму концентрации. Если у нас происходит резкий скачок на графике системе, то это может сказать, что у нас какой-то пар превышает допустимую норму. Образовательная стартап-студия – это инновационная модель, которая стремится объединить в себе лучшие практики образовательных учреждений и динамику мира стартапов.
базовая функция, которая есть у университетских стартап-студий, их отличие от вообще такого механизма, он в мире известен, да? Когда мы создаем эти стартапы в университетской стартап-студии, там должна выполняться образовательная функция. Соответственно, мы в качестве команд, реализующих для нас этот проект, набираем студентов. То есть, условно, если вот для примера, да, мы придумали какую-нибудь там, не знаю, биологически активную добавку, да, которая там делает чудеса с организмом, мы создали вокруг этого компанию и наняли генеральным директором какого-нибудь выпускника медицинского института, условно. Даже может быть такое, то есть в ЧГУ нашли парня, да, студент, и наша образовательная функция заключается в том, что мы наняли его генеральным директором, и он начинает этот проект дорабатывать и пытаться выводить его на рынок. Способности и призвания у каждого человека свои. Руководитель бизнес-проекта – это тот, кто ведет за собой команду, принимает сложные решения, берет на себя ответственность и часто сталкивается с давлением. Это требует определенного склада характера, умения общаться с людьми, управлять конфликтами и стратегически мыслить. Не каждый готов или способен к этому. Управлять людьми, управлять продуктом, управлять рынками, управлять продажами – это не мое, слишком много времени. Я хочу быть просто инженером. И это очень важное понимание. То есть, потому что человек перестает пытаться и бегать за какой-то там несбыточной, да, историей, он перестает думать о том, что он там сейчас готов к тому, чтобы там вкладывать в бизнес, он не тратит время, он не тратит ресурсы. И вторая вещь – это те, кто приходят, понимают, что им очень сильно это нравится, открывают там, могут завершить этот проект, открывают следующий проект, переходят из одного проекта в другой и понимают, что они являются технологическими предпринимателями и серийными предпринимателями. Они понимают, что на самом деле в них есть вот эта жилка бизнесмена, да, и что как бы это вот их история. Соответственно, они могут даже от нас уйти и дальше открыть свой какой-то бизнес. Неважно, это технологический бизнес будет, либо это будет какой-то магазин, либо это будет какой-то ресторан, и непосредственно заниматься уже этим. Вот открыть в людях вот эту вот жилку, да, это тоже очень ценная история. Либо изменить мир, да, и стать будущим Илон Маском, либо понять, что на самом деле мне нравится там с утра до вечера приходить на работу, делать какие-то инженерные вещи, работать в коллективе, работать с коллективом. И вот это действительно мое, а бегать там, пытаться найти ресурсы, пытаться набегать, это не мое. Работа стартап-студии ГГНТУ строится на технологических и инновационных направлениях. В основе ее деятельности лежит не просто передача знаний, а формирование у обучающихся навыков, необходимых для создания и развития собственных проектов. Работа в университетской стартап-студии, да и вообще в стартап-студии, она строится по технологическим направлениям. То есть вот мы, допустим, работаем в 9 технологических направлениях. Это, конечно, много, но, опять-таки, мы как бы ресурсы позволяют, поэтому мы пока можем себе позволить. Начиная с ключевых, в которых у нас хорошие стартапы есть, и которые там достаточно неплохо начали зарабатывать. В первую очередь, это беспилотные летательные аппараты, то есть это БАС, да, беспилотные авиационные системы. Во вторую очередь, это энергетика. Все, что входит в энергетику, это там сейчас возобновляемая энергетика, зеленая энергетика. Это, конечно же, IT, да, то есть это IT-сервисы, отдельно это искусственный интеллект туда входит, отдельно как направление выделяется там виртуальная, дополненная, смешанная реальность. Это, конечно же, сейчас развивающаяся робототехника. Это для нас, у нас нет медицинского института, да, но это неинвазивная медицина. Почему это направление у нас тоже выбрано? Потому что большинство сделок, слияний, поглощений, вообще большинство рыночных сделок в мире по объему вложенных средств сейчас занимает медицина.
То есть, да, это очень капиталоемкие истории, там очень много интересных вещей. Ну и сейчас медицина, она такая, это не просто какие-то научные исследования в области медицины, а это междисциплинарные исследования в первую очередь, связанные с персонализированной медициной. Соответственно, там много инженерки, там много цифровой медицины, там много ИИ. И есть место, где мы как IT, там вуз, как нефтяной, как технический вуз можем найти себе применение. Вот. Дальше у нас есть еще промышленные средства, то есть там станки мы пытаемся делать, да, то есть промышленное оборудование. У нас есть потребительская электроника, то есть тоже несколько проектов. И вот два последних таких технологических направления, в которые мы входим, это инновации в области строительства и химия. Стартап-студия может стать важным этапом на пути к успеху вашего бизнеса. Занимаясь выбором стартап-студии или задумываясь о запуске бизнеса, не избегайте общения с профессионалами в данной сфере. Это может сделать ваш путь к успеху более гладким и эффективным.